Страх и тревога испортили мой день. Знакомо? Селям алейкум. Давайте поговорим. Честно говоря, меня давно беспокоят моменты, что активная информационная повестка плотно вошла в нашу жизнь. Мы целыми днями листаем ленту в попытках разобраться в том, что происходит. Мы переживаем, сопереживаем нашим друзьям, нашим родственникам. Мы боимся того, что и с нами может быть подобное что-то произойти. Так или иначе, все это влияет на нашу жизнь. Я не знаю, как у вас, но у меня в первые дни возникло ощущение безысходности, ощущение тревоги, которое переходит, ощущение тревоги, которое копится и переходит, ну, не в страх, а, скажем так, в постоянное тревожное состояние, когда ты думаешь о какой-то перспективе, думаешь о своих детях, о родителях, о своем доме, о своем месте в этой жизни, да, и в данный момент, о своих каких-то планах, которые ты строил, и сегодня они сегодня они сильно меняются. Все это давит на нашу психику. На самом деле мозг у нас устроен очень просто. Когда мы сталкиваемся с проблемой, мы испытываем стресс. Стресс – это необходимая энергия для решения проблемы. Если же стресс идет долго, то есть он 1-2 дня, 3-4 неделю, 2 недели, то для мозга это становится большой проблемой. То есть состояние стресса, нет решения проблемы. И поэтому начинаются какие-то упадочные настроения, фобии, страхи и так далее, и так далее, и так далее. Наш мозг устроен просто. Ему нужно обозначить проблему, решить ее и забыть. На самом деле мы помним только нерешенные наши вопросы, нерешенные наши задачи. А сегодня наша задача, сегодня вопросы, которые перед нами стоят, от нас не зависят. Мы оказываемся полностью неспособными влиять ни на какую ситуацию, ни на что вообще. Поэтому я хотел бы с вами поговорить про какие-то инструменты, какие-то ходы, какие-то методы борьбы с этим состоянием. В первую очередь, что помогает мне, что помогло мне, я отказался от бесконечного листания ленты. Я отказался от бесконечного количества пабликов, которые публикуют информацию, от этих бесконечных постоянных уведомлений с Телеграма, когда появляется новая информация. Я это жестко ограничил. Сегодня, если я хочу, а я хочу быть в курсе событий, да, вообще глобально, что происходит, я для себя просто отвел час примерно времени, может быть даже меньше, в день для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. Потому что наш мозг устроен так, что мы должны быть в курсе, мы должны понимать, что происходит, чтобы это понимание дало нам решение, что делать дальше. Потому что мы сегодня говорим о выживании, да, вот наш мозг думает, что мы говорим о выживании. Поэтому мы должны быть в курсе событий. Но я рекомендую вам строго, жестко ограничить количество читаемой информации. Потому что на ее анализ уходит очень много эмоциональной энергии, которая вам нужна для созидания. Вы сегодня планировали быть авторами, планировали быть созидателями, делать что-то новое, и сегодня вы эту энергию тратите на то, чтобы понять, где фейк, где настоящая информация. Вы тратите на то, чтобы разобраться во всем этом информационном шуме, понимаете? А это сделать очень сложно, потому что вы все равно, как и я, обладаете маленьким количеством информации. И у нас вот такое узкое, вот такие на глазах шоры, и мы видим очень-очень-очень мало информации на самом деле. Поэтому я рекомендую вам ограничить количество входящей в вас информации. Это нужно в первую очередь для того, чтобы двигаться дальше сегодня. Конечно, если у вас за окном неспокойно, сделать это очень сложно, естественно. Я сейчас говорю о тех людях, у которых, за окном, скажем так, да, та же жизнь, которая была, и сегодня нужно двигаться дальше. На самом деле, действие – это лекарство от всех неврозов. Если вы сегодня вспомните про свои какие-то базовые, рутинные задачи и начнете их делать, вы непременно начнете выходить из состояния депрессии, из состояния тревожности и страха. Просто монотонно сделайте то, что вы планировали. Сделайте то, что вы обычно делаете.
Если, допустим, у вас есть хобби, вы вышиваете, вы собираете что-то, вы режете по дереву, режете по коже, собираете что-то, вышиваете, клепаете, вырезаете, или просто у вас на улице можно сделать сейчас обрезку винограда или перекопать огород, или просто сделать какую-то генеральную уборку в подвале. Сделайте это. Просто нужно мозг немножко отвлечь. Понимаете? Нужно мозг немножко отвлечь другой работой, физической работой. Потому что когда ваш мозг видит, что вы поставили перед собой задачу вскопать огород, и вы ее вскопали, он вам говорит, какой я молодец, какой ты молодец, и давай двигаться дальше. На самом деле это простые советы, очень примитивные советы, но они реально работают. Вам нужно просто отвлечься и заняться делом. Сделайте хоть что-то сейчас. Про зону ответственности, да, про которую я говорил, что сегодня мы в таком состоянии находимся, что мы глобально не можем ни на что влиять. Глобально наша личность с вами не влияет на мировую повестку. Мы можем влиять сегодня на наш дом. Это наша крепость, в которой живут наши дети, наши родители, наши братья, сестры. Это наша территория, на которую мы можем влиять. Поэтому давайте возьмемся за нее. Если вы можете навести порядок в доме, наведите порядок. Если вы хотели давно прибить к карнизу какую-то деревяшку, сделайте это. Я рекомендую вам заняться тем, что от вас реально зависит. И помните еще один момент, очень важный, что те, кто вас окружают, те, с кем вы живете, они смотрят на вас. И если у вас подавленное состояние, если у вас ощущение депрессии, ощущение безысходности, это все очень сильно читается. Детьми это считывается моментально. Они не могут понять, что с вами происходит. Они тоже начинают питаться этой энергией, и в доме создается атмосфера подавленности, атмосфера бездействия. Понимаете? Поэтому от вас очень много зависит. Если вы с маленькими шагами начнете просто действовать, то вы заразите этой позитивной энергией ваших домочадцев, да, тех, с кем вы живете, и вам реально станет проще. Я не скажу, что вы как-то измените обстановку в мире, конечно же нет. Но я сегодня вам говорю о том, на что вы можете повлиять, чтобы вы этим занимались. Вы знаете, еще такой момент, что когда со всех утюгов льется какая-то информация, я все время думаю о том, что нашим вниманием хотят, занялись как вплотную нашим вниманием, что весь мир устремлен в одну точку. Такое ощущение, что какая-то неведомая рука просто играет этим вниманием, и в мире происходит что-то другое, что-то очень важное, про которое мы еще не подозреваем. Этот момент тоже есть, поэтому берегите, знайте цену своему вниманию. Если вы сегодня смотрите в одну сторону, ваш фокус падает туда. Понимаете? Если вы все время, если вы долго планировали и шли к одной цели, если вы хотели что-то сделать, и ваш фокус, ваше внимание сейчас направлено в другую сторону, перенаправьте свой фокус. Вспомните про ваши задачи и займитесь делом, потому что вам это нужно сейчас. Еще один интересный момент. О чем я подумал, что этот кризис, во-первых, это возможность, да, вы, наверное, читали уже где-то, что любой кризис дает возможность сделать что-то новое. Конечно же, в этой мутной воде нужно иметь какие-то таланты, какую-то сноровку, чтобы разглядеть какую-то новую возможность, да. Но я бы хотел сказать, что сегодня многие люди специально, целенаправленно хотят быть жертвами. Они читают эти новости, они просматривают эти материалы, непроверенные материалы. Они пребывают в этом тревожном состоянии, чувствуя себя жертвами и снимая с себя ответственность что-то делать. Понимаете? То есть многие люди сейчас вполне официально могут бездействовать. Вполне законно. То есть ты им говоришь, у нас договоренность, давай сделаем. Ой, нет, я 5-е, 10-е, там то, все плохо, мы все умрем, все плохо и так далее, и так далее, и так далее. Эти люди специально хотят быть жертвами, и им нравится это состояние. Не будь таким человеком. Вы знаете, чтобы не чувствовать себя жертвой, нужно просто стать полезным человеком. Как только ты станешь полезным хотя бы для своей семьи, а уже потом для общества, ты автоматически перестанешь быть жертвой и станешь человеком, который распространяет благо. Понимаете? Подумайте над этим. То есть, если вы просто незнакомому человеку помогли, вы сами себя будете чувствовать по-другому. Вы вдруг поймете, что от вас что-то зависит. Да, глобально вы не измените повестку, но сегодня, в этом моменте, вот прямо сейчас, вы изменили чью-то жизнь. Понимаете? Вы изменили ее вектор.
своим каким-то поступком хорошим. Поэтому, чтобы не быть жертвой, нужно помогать другим. Вы знаете, я всегда говорю, что все познается в сравнении. Вообще все познается в сравнении. Вспомните эти тяжелые года до пандемии, когда мы все занимались своими делами, у нас были проблемы, кредиты, долги, какие-то что-то куда-то, какие-то неврозы постоянные. И тут приходит пандемия. Все, это конец света. Количество тревожных новостей просто зашкаливало. Я в какой-то момент себя довел до такого состояния, что я думал, что все, уже ничего не изменить, и все плохо. Потом я вышел на улицу, я даже компьютер, рабочий компьютер привез домой, потому что я думал, что все, какая-то ситуация глобально поменялась, и все уже не будет как прежде. Я выхожу во двор, это был апрель 2020 года, а на улице поют птички, расцвел абрикос. Жизнь прекрасна. Но если не вылазить из этого информационного поля, если все время питаться этими новостями, ты как будто бы не замечаешь эту жизнь. А жизнь, она прямо сейчас, понимаете? Она здесь и сейчас. Есть только сегодня, нет завтра. Если вы переживаете за завтра, это самая глупая вещь, которую вы можете для себя придумать. Если вы рефлексируете о том, что было вчера, это тоже неправильно, потому что вчерашний день, он ушел. Понимаете? Ялан Дунья. Мой дед всегда говорил так, что все, что было, это уже неправда. Есть только сегодня. И в рамках этого дня вы должны действовать. Вы знаете, у Горького есть интересное выражение, что день – это маленькая жизнь, и нужно прожить его так, как будто он последний, понимаете? И если вам повезло, и вы завтра проснулись, вам дали еще один день, и этот день нужно тоже провести как последний, понимаете? То есть один маленький день – это проекция на всю вашу жизнь. Если вы его бездарно прожили, ваша жизнь пройдет бездарно. Напоследок, что хотел сказать, что мы мусульмане, и есть одна очень интересная мудрость ислама. Наш пророк Мухаммед сказал, что даже если завтра будет апокалипсис, конец света, посадите дерево. Даже если завтра мир закончится, киньте зерно в землю, оно прорастет. Понимаете? И вот в этом изречении, вот в этой фразе есть великая мудрость действия, что даже если ты знаешь, что все плохо, нужно действовать. Нужно совершить хотя бы одно действие.